ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 15:00. Заседание чрезвычайной комиссии по ситуации с отравлением неизвестным газом в Ухте. Как рассказали специалисты, первые звонки в диспетчерскую службу поступили в 9:28. Это были обычные горожане. Представитель Ухта-Межрайгаза добавил, по предварительной версии, неприятный запах стал распространяться со стороны улицы Строительной, далее смещаясь по городу. Позже поступил тревожный сигнал из школы номер 19. Здесь стало плохо детям. Было госпитализировано 16 человек, 14 из них на скорой помощи. Из обратившихся 16 человек, 9 человек госпитализированы в 3-е педиатрическое отделение с диагнозом острое ингаляционное отравление средней степени тяжести неизвестным газом. 7 человекам помощь оказана амбулаторно, даны рекомендации, отпущены домой. Будут наблюдаться в амбулаторных условиях и активно посещаться участковыми врачами-педиатрами сегодня вечером и завтра. Состояние госпитализированных детей на данный момент стабильное, угрозы жизни для них не существует. Все медикаменты, силы и средства у здравоохранения имеются в достаточном количестве. Близ школы номер 19 располагается 3 детских сада – 4, 3 и 31. Здесь также почувствовали приближение ядовитой массы воздуха. Младшие воспитатели, когда дети выходят на прогулку, выносят весь прогулочный инвентарь, игрушки, и они почувствовали вот этот резкий, невыносимый, как они говорят, запах сероводорода, запах какого-то газа. Они сразу же вернули, поскольку дети уже собирались на прогулке, были открыты все фрамуги для проветривания групповых помещений. Сразу были закрыты все фрамуги, и то есть дети на прогулку не пошли. Значит, по всем другим образовательным организациям, то есть ситуация штатная, все работали в рабочем режиме. После поступления тревожных сигналов лаборатория ООО «Лукойл УНП» провела серию проб воздуха. Превышение допустимой концентрации ядовитого газа не зафиксировано. Чрезвычайная комиссия решила обратиться в метеорологическую службу при Ухтинском аэропорте, чтобы попробовать восстановить картину движения массы дурно пахнущего воздуха и изменения ветра. При возможности приборов это будет сделано поминутно. Во время заседания стала известна новая информация по диагнозу пострадавших детей. К сожалению, нашими возможными методами обследования как на территории Республики Коми, так и на территории Российской Федерации определить этиологию, причину отравления, скорее всего, будет невозможно. То есть дети выйдут с диагнозом отравления неизвестным газом. Это означает, что точно установить, был ли газ причиной отравления и госпитализации, не удастся. Также на комиссии было предложено установить в Ухте станции для круглосуточного наблюдения за атмосферой в режиме 24 часа, чтобы в будущем была точная информация о составе воздуха и каких-либо примесях в нем. Мэр предложил для этого обратиться к руководству нефтяной компании. У нас это предусмотрено на следующий год проработки проекта по данному направлению. Только проработка проекта? Проработка и закупка оборудования. То есть мы можем быть уверены, что в следующем году у нас такое оборудование в 2-3 точках года появится, так? Это по проекту там устанавливается по границе предприятия. Она фиксирует как на сегодня. Граница предприятия. Оно подняло наверх, ушло туда и ушло вниз. Давайте посмотрим проект. Участники комиссии высказали ряд замечаний, в частности о сложностях с дозвоном в управлении ГО ЧС. Магомед Османов отметил, что хотелось бы больше оперативности от всех при реакции на события, подобные сегодняшним. Управлению ГО ЧС рекомендовано в ближайшее время организовать соответствующие учения. В пятницу, субботу и воскресенье, а возможно и на начало следующей недели, мэр попросил проводить мониторинг состояния атмосферы в разных частях города хотя бы 5-6 раз в сутки, если позволяют приборы. Для этого будет привлекаться лаборатория «Лукойл УНП». На нынешний час о новых очагах неприятного запаха в городе не сообщается.